2024 году Минобром Ингушетии был определен ряд стратегических задач: обновление инфраструктуры образования, изменение его содержания, перенастройка системы воспитания и профориентационной работы, обеспечение экономики региона квалифицированными кадрами, развитие детской одаренности и кадрового потенциала отрасли. Благодаря поддержке Федерального центра и главы республики Махмуда Али Калиматова создаются современные условия для обучения детей. Это и не только. В своем докладе подробно изложил исполняющий обязанности министра образования и науки региона Ахмед Башир Цароев. Так, с 19 по 24 года в рамках реализации региональных проектов, нацпроекта образования и демографии, а также различных государственных программ в республике построено 37 общеобразовательных организаций. В республике функционирует 149 общеобразовательных организаций. Из них в одну смену 91 учреждение, в две смены 58. В городах их 65, а в сельских поселениях расположены 84. Загруженность школ напрямую влияет на качество образования. В связи с этим министерством реализуются проекты, направленные на создание новых мест в общеобразовательных организациях и модернизацию школьных систем образования. В Ингушетии с 2022 года реализуются мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных учреждений. В рамках программы «Модернизация школьных систем образования» с момента ее начала было отремонтировано 34 здания, а также Центр непрерывного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. В 2025 году планируется ремонт 5 учреждений. В текущем году проводится ремонт 6 спортивных площадок и 9 спортивных клубов. На заседании выступила и руководитель Государственной службы записи актов гражданского состояния Ингушетии. Елизавета Даурбекова поделилась итогами деятельности ЗАГСа за 2023 и 9 месяцев текущего года. В структуру органов ЗАГС на сегодняшний момент входит 6 территориальных отделов ЗАГС, а также у нас работает архивный отдел при Государственной службе ЗАГС. Штатная численность госслужбы ЗАГС состоит из 48 человек. Это у нас 31 госслужащие и 17 технические служащие. Финансирование Государственной службы ЗАГС осуществляется полностью за счет средств субвенции федерального бюджета. Парламентарии обсудили проекты законов Ингушетии о внесении изменений в закон республики, в том числе об управлении государственной собственностью, о перераспределении полномочий по распоряжению земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, также об административной ответственности за совершение отдельных правонарушений на территории региона и так далее. В первом чтении были рассмотрены десяток других проектов. Адам Мережков, Султан Булгучев, Магаз 24.